понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Здравствуйте, друзья. Это действительно Крым Реалии. У микрофона Павел Казарин. Милости просим в наш эфир 8 800 10 06 926. Для всех крымчан звонки, самое главное, бесплатно, самое главное, анонимны. Поэтому добро пожаловать. А говорить мы сегодня будем вот о чем. 1 декабря 1991 года на территории бывшей Украинской Советской Социалистической Республики, ну а тогда еще, наверное, все-таки без приставки бывшей, состоялся референдум о провозглашении независимости. Вот процессы, которые происходили тогда, в 1991 году, они были довольно противоречивыми, потому что, например, в марте того же года на территории Советского Союза прошло голосование о сохранении СССР. И тогда, в том числе, в Украине поддержали это решение. В декабре, соответственно, даже Крым с подавляющим большинством проголосовал за государственный суверенитет страны. Вот в чем причина подобных расхождений? Как эволюционировало общественное мнение? Почему в Украине не победили свои украинские Вацлавы Гавелы? Почему у власти остались те люди, которые находились и до 1991 года у руля украинской компартии? Вот обо всех этих исторических закономерностях будем говорить в нашем эфире сразу после небольшого информационного сюжета. Поехали. Репортаж. 1 декабря 1991 года на территории бывшей УССР состоялся референдум о провозглашении независимости Украины. За независимость от Советского Союза проголосовало 28 миллионов украинцев. Это более 90% принявших участие в голосовании. Очень хочется, чтобы все было хорошо. Ну, в общем-то, нам, по-моему, необходимо поддерживать друг с другом те же отношения, какие были. Ну, может быть, не в той форме, конечно, несколько как-то их надо изменить, но держаться нам все-таки надо вместе. Да, проголосовали. За независимость, естественно. Естественно, за независимость. Года через 3-4 должны стать на ноги. Вы уже проголосовали сегодня? Как? За что? За незалежность. Несмотря на то, что рекордную поддержку акт провозглашения независимости получил в традиционно проукраинских западных регионах Ивано-Франковской и Тернопольской области, Донбасс также сказал независимости Украины «да». В Крыму за независимость проголосовали 54% жителей. Одновременно с референдумом проходили первые в истории независимой Украины выборы президента. Победу на выборах одержал Леонід Кравчук. Такої активності ми не пам'ятаємо в історії України, тому що референдуми не часто проводились, але навіть ті опитування, які раніше проводились, вони не показували таких високих результатів. Тобто змінилась думка під впливом ГКЧП, змінилась думка під впливом, що хочуть зберегти ще Радянський Союз, що хочуть ті демократичні невеличкі процеси змін, які відбулися, їх задушити. Тобто навіть перебудова ставилась під загрозу. Тому українці проголосували за державну незалежність, за свою власну державу. Украина вышла из состава СССР через 7 дней после референдума. В Беловежской пуще президенты Украины и РСФСР Леонід Кравчук и Борис Ельцин, а также председатель Верховного Совета Беларуси Станислав Шушкевич подписали акт об упразднении СССР. Украину начали признавать другие государства. 2 декабря, не дожидаясь объявления официальных результатов референдума, это сделали Канада и Польша. 3-го – Венгрия. 4-го, когда Центральная избирательная комиссия подвела итоги волеизъявления народа, Латвия и Литва. И 5 декабря – Российская Федерация. Репортаж. Друзья, я продолжаю возвращаться вот к этой теме. Почему в марте 1991 года Украина проголосовала за сохранение СССР, а в декабре 1991, по сути, своим волеизъявлением на референдуме вбила финальный гвоздь в крышку советского гроба. Об этом в том числе будем говорить сегодня в нашем эфире. Рада приветствовать. У нас украинский политолог, экс-нардеп Украины Тарас Черновол. Тарас, добрый вечер. Добрый вечер, здравствуйте. А вот вы для себя нашли ответ на вопрос, почему столь разные голосования в итоге получились в марте и в декабре? Да, нашел и просмотрел это, и тогда уже была позиция по этому поводу. Первое, что касается голосования мартовского. Почему такой результат? Во-первых, на Западной Украине была довольно жесткая тенденция вообще бойкотировать
делать этот референдум общесоюзный, как это сделали в балтийских 3 странах. Они заявили, у нас же свои референдумы прошли, мы уже независимое государство, точка. И то же самое сделали в Западной Украине. Часть людей пошла, поскольку референдум был всесоюзный, то участки были открыты, но очень многие просто отказались. Именно в первую очередь те, кто голосовали бы тогда против. И та же самая ситуация была и в Киеве, и в многих других городах. Была очень серьезная, жесткая нагонка со стороны административных любых органов дать максимальный результат. Ну и плюс мы знаем, как умудряется в некоторых случаях давать результат, когда нет никакого контроля. Реально, этот референдум проходил без контроля, без реальных наблюдателей, без членов комиссии от представительств разных партий и прочее, прочее. То есть я думаю, что очень много было приписано. Но теперь юридический аспект. То, на что пробуют посылаться и говорить, мол, какой мог быть референдум, какой-то акт независимости, если действуют результаты прежнего референдума. Так вот, есть такое понятие, в международном праве оно называется денонсация, в внутреннем праве это, как правило, упразднение тех или иных актов из-за того, что наступили абсолютно другие обстоятельства, которые этими актами не предвиделись. Как выглядел вопрос в мартовском референдуме? Это была очень долгая и витиеватая фраза. Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной Федерации равноправных суверенных республик, которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности? Да или нет? То есть, мальчик, ты хочешь на дачу или чтобы тебе оторвали голову? Ну вот приблизительно, ну там правда была девочка, но в Девочка, фильме, да. но в данном случае именно так. Но что, ну, во-первых, абсолютно некорректный вопрос, он уже юридически делает ничтожным Эмоционально решением. окрашен. Да. Но есть другой момент. Что после этого референдума произошло? Ну, ряд событий разных, но кроме них был путч. ГКЧП, августовские события, августовские события, которые показали, что де-факто то, о чем говорили, обновленный союз, любым новым договором, любым чем-то другим, где будут учитываться права и все прочее, и республик суверенных, и все прочее, аннулировано. Когда в центре появляется из властных представителей, это не был захват власти какими-то террористами, это часть власти объявила свою позицию о том, что они ликвидируют все то, за что люди проголосовали на всесоюзном референдуме. То есть денонсация этого результатов референдума произошла со стороны власти центральной московской в лице ГКЧП. Вот почему, условно говоря, Западная Украина или Центральная Украина в декабре 1991 года голосовала за акт о государственном суверенитете Украины, тут как бы и вопрос был бы излишен. Понятно, что к этого дня очень многие в Западной Украине и в Центральной Украине ждали. Но была еще Украина Восточная, Украина Южная, был Крым, да, вот были те области, которые были завязаны на общесоюзную экономику, и в которых, как мы видели и долгие постсоветские годы, уровень просоветских настроений всегда был высоким. Но, тем не менее, даже в Крыму 54% крымчан проголосовало за суверенитет, за государственную независимость Украины. Почему юг и восток Украины тогда в декабре 91-го поддержал? А давайте все-таки вернемся назад немножко в те годы. На юге всякое бывало, но когда мы вспоминаем особенно Восток, Донбасс, знаете, в конце 80-х иногда Донбасс давал фору даже Львову по протестным настроениям, и митинги-то шахтеров, которые тогда шли, они ведь шли не только за социальные права, они ведь шли под лозунгами ликвидировать там однопартийность, ликвидировать роль коммунистической партии, и шли уже под лозунгами суверенитета. На тот момент, если бы произошло еще одно изменение, о котором сейчас скажу, наверное, все эти социальные права, которых требовали люди параллельно, и те ожидания, которые были экономические, социальные на востоке, на юге Украины от независимой именно Украины, понимая, что Советский Союз-то не давал нормальной возможности развиваться, и это понимали тогда на востоке. Потом какое-то затемнение прошло через несколько лет, особенно апофеоз этого, что произошло даже не столько в Крыму, там просто был настолько навязан этот референдум уже по признанию в просьбе присоединиться к России, это было настолько агентурно сделано, откровенно, но на Донбассе, когда мы видели там Путин, приди, это уже было явно потемнение. На самом деле в 90-91 году эти регионы мыслили намного прогрессивнее, и тональность между Западной Украиной и Восточной очень мало чем отличалась, разве что на Западной еще добавлялся национальный, этнический, языковый момент, на Востоке он звучал
выборщиков намного меньше. Ну вот, кстати, да, цифры подтверждают ваши слова, потому что вот действительно мы, когда говорим, что про референдум вспоминаем 91 года, Севастополь проголосовала за независимость Украины 57%, в Крыму 54%, а вот, например, в Донецке и в Луганске, Донецкой и Луганской области за независимость Украины поддержала 84, почти 84%, в Харькове проголосовало 86 за. Знаете, тут есть еще два момента. Очень сильно на этих территориях были еще, особенно в небольших городах, в селах, были влияния номенклатуры. Раньше тот же мартовский референдум, мы знаем, как он проводился, у нас должен быть результат. Все, и он должен быть. А тут вдруг уже никто не требовал. Наоборот, произошла даже другая вещь. Очень многие бывшие коммунистические номенклатурники, которые возглавляли все в стране, вся ведь осталась той же самой номенклатуры, прямо заявили, а в принципе, что плохого? А что плохого в независимости? Представители ведь группы 239 коммунистической проголосовали за независимость 24 августа. Пусть голосуют. А может, это даже лучше. Давайте вспомним маленький аспект. Это сегодня Россия фашистская, тоталитарная, абсолютно нечеловеческая страна. Что было в 90-м году, в 91-м? Это было страна, где набирал силы Ельцин, который еще до того, как втянулся в эту бойню чеченскую, еще мыслил категориями демократии, реформ. Россия очень быстро рванула в реформу. Украина оказывалась в это время вот таким застоем коммунистического, заказником коммунизма и застоя. У нас очень сильно мы отставали. Белоруссия нас обогнала и по реформам, и по общественным настроениям. И очень многие в коммунистической номенклатуре были заинтересованы тогда тоже в отделении от России, они боялись остаться под Ельциным. Ельцин начал зачищать и декоммунизацию проводить тогда очень и очень резво. И тогда была позиция той же самой номенклатуры, а давайте мы сохраним кусочек СССР в рамках Советского Союза, в рамках независимой Украины. Только, насколько я помню тогда, я тогда работал в штабе моего отца, Вячеслава Чернового, который шел на выборы, я тогда очень хорошо помню, как происходило давление. Давление жесточайшее было на избирателей по поводу того, за кого голосовать на президентских выборах. Но когда шла речь о референдуме, было сказано, да голосуйте как хотите. Но в принципе, поймите, те, кто принимает решения, не против независимости страны. То есть, по сути, главным драйвером и двигателем всех тех событий декабря 91 года, когда в один день проходил и референдум о независимости, и избрание, выборы первого президента Украины, на которых победил Леонид Кравчук. То есть драйвером всего этого процесса была украинская компартия, украинские коммунисты, которые стремились законсервировать УССР, но при этом получив независимость от Москвы. Ну, знаете, это выглядит немножко спрощенно. Они не были драйверами. Они не ставили палки в колеса, и они где-то продемонстрировали, что им это интересно, что они за этот процесс. Сам факт тот, что они голосовали в Верховной Раде по этим вопросам, это дало влияние на очень многих, повлияло, кто привык прислушиваться, как бы чего ни вышло. У нас огромные территории боялись голосовать против воли начальства. И это дало свой результат. Они не были драйверами, они просто первый раз не поставили палки в колеса. Вот любопытный, на самом деле, процесс, как происходили события 91 года. Очень часто сегодня популярно мнение о том, что реальную независимость Украина получила в 2014 году по итогу событий Майдана, по итогу обороны от российской агрессии, когда каждый гражданин стоял перед реальным сознательным выбором: волонтерить, идти на фронт, добровольческие батальоны и так далее. Соответственно, сегодня из 2016 года события 91 года смотрятся как время, когда просто независимость свалилась Украине в руки, и Украина в какой-то степени была к ней не готова. Знаете, не совсем свалилась в руки, и не совсем было не готово. Были много готовых, и была готовая элита, которая могла взять власть в стране, могла управлять. И случилась несколько другая вещь. Ведь столько жертв было заплачено за эту независимость. Не все их хотят помнить. До сих пор об этом в учебных программах не написано, потому и забывают, что эта независимость была выстрадана. Но знаете, вот там было два ответа на референдуме официальных. Я подтверждаю, готов подтвердить решение 24 августа, или я не хочу подтверждать. На самом деле, в силу того, что шли еще и президентские выборы, ответов было три.
Я вам сейчас их сформулирую. Ну, первый, там само понятно. Я против независимости Украины, я хочу жить в СССР, и других вариантов я не вижу. Я голосую против, я голосую за Кравчука, а если бы был Ткаченко не снял бы, это такой матерый коммунист, не снял свою кандидатуру, то я бы тем более за него бы голосовал. Тут все ясно. С противоположной стороной тоже все ясно. Я хочу жить в новой Украине. Я хочу жить в Украине, которая изменится, в которой не будет вот этого осадка коммунистического прошлого, которая рванет к европейским принципам, и которая будет действовать точно так же самое и развиваться, как соседи, которые прожили похожую судьбу. Польша, Чехословакия, тогда еще единая, Венгрия, которые перед этим, год и два перед этим, вышли из коммунистического рабства и начали развиваться. Эти люди проголосовали за независимость и за Вячеслава Черновола. И была третья категория, которая очень часто несознательно проголосовали за то, чтобы жить украинской советской социалистической республике, но отдельной, но независимой, но в заказнике коммунизма. Вот они проголосовали за две несовместимые вещи. Они проголосовали за независимость и за бывшего первого секретаря ЦК Компартии Украины. И мне кажется, вот этот выбор, мы его пересмотрели. Почему я не ощущаю сегодня такого телячьего восторга по поводу дня референдума? Я всегда относился к этому дню как к трагическому дню. Не из-за того, что моего отца не избрали президентом, а из-за того, что мы избрали коммунистический заказник. И мы жили в нем действительно до начала 2014 года. В 2014 году мы явочным порядком пересмотрели решение референдума из 2014 года. Мы очень неумело, очень большими ошибками, иногда какими-то неправильными действиями строим уже реальную страну, которую должны были начать в 91-м. И то, что у нас эти ошибки, значит, нужно просто понять. Реальная независимость Украины на самом деле скоро будет отмечать 3 года. Знаете, мы еще 3-летний ребенок, мы еще делаем неумелые шаги, но то, что тогда произошло при референдуме, он имел в внешнеполитическом плане огромное для нас значение. Первое, никто не признал Украину после 24 августа, но все ее признали сразу после референдума. И другое, голосование на Донбассе и в Крыму для нас оказалось очень важным в международном плане, доказывая необходимость целостности нашей страны. Спасибо, Тарас. На самом деле очень наглядная вот схема из этих 3 пунктов, из этих 3 групп, кто как голосовал в 91 году, к нам присоединяется, к нашей беседе присоединяется Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа. Искандер, добрый вечер. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а вот тогда в Крыму, события 91 года, крымские татары могли принимать участие в голосовании в референдуме о независимости Украины? И какие тогда были настроения среди Меджлиса, среди национального движения крымских татар вот в контексте всех тех событий зимы 91-го? Но тогда на самом деле для крымских татар это были очень такие вот бурные годы, когда активно шел процесс возвращения на родину, когда было провозглашено восстановление Крымской АССР, вроде бы то, чего и добивалось крымско-татарское национальное движение. Но при этом мы видели, крымско-татарское национальное движение видело процесс разрушения Советского Союза. И в тот момент как раз голосовать могли все, потому что все были гражданами Советского Союза. Но одной из причин являлась только прописка. И многие крымские татары в тот период со сложностью пытались прописаться в Крыму для того, чтобы жить на родной земле. Что касается высшего представительного органа, то как раз-таки именно в 1991 году был созван второй Курултай крымско-татарского народа, это было в июне месяце, а в ноябре месяце была создана конференция второго Курултая, которая приняла резолюцию, в которой было четко сказано то, что крымско-татарский народ полностью поддерживает своих соседей, братский украинский народ в борьбе за независимость и готов поддержать. И в том числе в этой резолюции четко сказано, что крымские татары, Курултай конференция призывает, конференция Курултай крымско-татарского народа призывает крымских татар поддержать демократического представителя на президента Украины и волю украинского народа. То есть, исходя из данных документов, можно сказать, что крымско-татарский народ еще в тот момент, тот народ, который боролся за независимость, за свободу, за возвращение на родину, полностью поддержал процесс приобретения независимости Украины, потому что правильно было сказано Тарасом Черноволом, потому что именно после данного референдума сразу же 40 стран признали независимость Украины. И поэтому
в тот момент крымские татары видели в будущей Украине именно свою реализацию своих прав. И сделали выбор именно на Украине в тот период. Понятно. Спасибо вам большое, Искандер. Искандер Бариев, член Меджлиса крымско-татарского народа, был на связи со студией Крым Реалии и вспоминал о том, как, собственно, какие настроения царили внутри крымско-татарского народа, внутри национального движения крымских татар, тогда накануне декабря 91 года, когда Украина одновременно голосовала за независимость и одновременно выбирала себе президента. Вот любопытная карта электоральных результатов. Вы знаете, тогда же действительно в очень многих странах Восточной Европы, бывшего Варшавского блока, к власти приходили те люди, которые во многом считались совестью нации или олицетворением реформ. Лех Валенса, Вацлав Гавел и так далее. В Украине тоже был свой Вацлав Гавел, его звали Вячеслав Черновол, но победил он тогда в 91 году только в 3 областях, 3 западноукраинских областях. Это Львовская, Ивано-Франковская и Тернопольская области, 75, 67 и 57% голосов соответственно. А во всех остальных областях победил Леонид Кравчук. И вот по мнению нашего гостя Тараса Черновола, это было вот как раз-таки пример компромиссного такого вот мышления украинского обывателя, который хотел консервации УССР, но уже в независимом формате. Тарас, вот в продолжении темы, на ваш взгляд, вот то, что происходило тогда в 91-м, и то, что произошло потом в 94-м, когда победил Леонид Кучма, который тоже приходил к власти на лозунгах дружбы и сближения с Россией, был таким красным директором, олицетворял промышленный Восток, Днепропетровскую область. Это все было неизбежно для Украины? Да нет, наверное, не было неизбежным, особенно в 91 году. К 94-му началась стагнация общества. Это ужасно, и мы видели, как эта стагнация продолжалась и после этого. Потеря ориентиров, особенно у тех, кто буквально пару лет назад четко видели свои цели, были пассионариями, вдруг такой упадок. На фоне несчастий, бед, вот этих гиперинфляций и всего прочего, люди просто потеряли пассионарность и очень часто потеряли какие-то ориентиры в жизни. На самом деле, в 91 году было очень мало средств массовой информации, через которые можно было нанести свою позицию. Тогда была запущена настолько жесткая машина дискредитации, скажем, рассказы о том, что на востоке Украины, особенно пробовали на этом играть, мы должны проголосовать за своего Кравчука, а там западного бандеровца Черновила поддерживать не будем. Иногда это действовало, но никто не пробовал даже объяснить, что этот западный бандеровец Черновил вообще-то с центра Украины, с Черкасской области, а этот наш свой восточный Кравчук вообще-то с крайней Волыни, с крайнего запада Украины. Но даже на этом невозможности перечеркнуть вот эти вымыслы строилось вот это, знаете, такое противоставление. И плюс старые пугалки, которые тогда еще действовали. Играться в то, что сохраним Советский Союз, советские ценности и прочее, в те годы не играла эта роль. Это позже снова возродилось. Тогда нет. Но вот страшилки по языку тогда, увы, играли свою роль. И для обывателя, россказни о том, что к вам придут дома, будут проверять в квартире, как вы ночью говорите между собой, запретят, на улице будут штрафовать. Я помню, тогда были специальные акции провокационные, и ловили руховцы тогда некоторых провокаторов, которые подходили на улице и такой довольно не совсем природным украинским языком спрашивали кого-то, показывали галстук и спрашивали, что это у меня, украинским языком. Тот человек, если отвечал «кроватка» по-украински, ага, молодец, отвечал «галстук», начинали его бить. Поймали этих людей, оказались провокаторы, оказались абсолютно именно приверженцы Советского Союза, из коммунистических каких-то организаций и прочее. Но это все происходило как раз как нагнетание обстоятельств непосредственно перед самими выборами. Это тогда сыграло огромную роль, плюс огромнейшее давление. Я просто уже цитировал, как жестко давили на людей, особенно в сельской местности. И вот тогда мы, по-моему, не совсем потеряли. Нам тогда не дали возможность сделать этот выбор. Тогда еще не было такого понятия, как свободные выборы. Да, спасибо, Тарас. Тарас Черновол, украинский политолог, в прошлом народный депутат Украины, был гостем программы «Крым Реалии». И действительно, период с 91 по 2014 можно назвать украденной биографией страны, упущенной биографией страны, так или иначе. Во многом, наверное, справедливы те, кто говорит, что реальная независимость Украины была обретена в 2014 году по итогу Майдана, по итогу сопротивления российскому вторжению. Вы знаете, в Крыму сегодня очень часто пытаются переписывать какие-то исторические события и заниматься прямым подлогом. Просто
помните о том, как оно было. Помните и слушайте Крым Реалии. Берегите себя. До скорого. С понедельника по пятницу в 9:35 и 19:30. С вами Радио Крым Реалии. Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц. Свежие новости, важные события, мнения экспертов. Все это в нашем эфире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.